Братья и сестры, какое чудесное пение мы пропели. Там были такие слова: «Знаю я, что мне можно, и что мне нельзя, знаю, что хорошо и что плохо». Потом в конце говорилось: «На душе у меня приятно, тепло, потому что я верю в Бога». Вот это состояние настоящего христианина, когда он знает, что в жизни, где, как поступать, ему светло и тепло. Я также благодарен Господу. Возможно, многие знают брата Юрий. Он здесь несет вместе с вами служение, и Господь дал нам возможность тоже, моей семье, здесь полгода, как мы живем в этом штате, и тоже приходим иногда вам на служение, слушаем, участвуем. И также хочу поделиться словом, которое записано в Матфея, 6 глава, из 19 стиха. Мы знаем, это Нагорная проповедь, это проповедь, которую Иисус однажды сказал ученикам и все, кто его слушали. И в конце этой проповеди он важные слова сказал: «Кто исполняет сии, слушает, исполняет, тот подобен зданию, которое построено на камне». Поэтому особенно в этой главе, этих 5, 6, 7 глава, она очень важна для христианина, чтобы он знал, что хорошо и что плохо, и тогда имел успех в духовной жизни. 19 стих. «Не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ержа истребляют, и где воры подкапываются и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ержа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет сердце ваше». Мы часто слышим эти слова, мы знаем наизусть эти слова, но хотелось бы еще раз обратить внимание на эти два слова: на земле и на небе. Где, как мы собираем сокровища, как мы собираем на земле и каким способом, как мы собираем свои сокровища на небе. Потому что для нас очень важно, где наши сокровища, там наше сердце. Сегодня мы можем проверить, где наши сокровища, куда я влаживаю все то, что Господь мне дает, возможно, и так дальше. Когда мы слышим сокровище, слово, первое, что нам приходит в голову, это, наверное, деньги. Но мы знаем, что Слово Божие говорит, что не деньги – это плохо, но неправильное отношение к финансам, к деньгам, к богатству. То есть деньги – это может быть и хорошо, или плохо, зависит, как мы относимся к финансам, к этому богатству, которое Господь нам дает. То есть это не совсем подходит земное сокровище. Дальше в жизни есть много нехристианских удовольствий, что люди ищут, и они пытаются найти наслаждение в них. Это, я бы сказал, сокровище земное. Мы ищем, мы пытаемся, чтобы нам удобно было, чтобы для нашего тела было хорошо, больше, чем для нашего духа и души. Наши стремления могут быть нашим земным сокровищем. Я стремлюсь что-то достигнуть, потому что я увидел где-то, возможно, реклама, новости, и я стремлюсь того достигнуть. Наши интересы бывают земными сокровищами. У меня интересы те, и я пытаюсь все. Я забываю, что Слово Божие говорит. Я забываю, что надо на воскресенье идти на собрание. Я забываю, что молиться надо, потому что мои интересы, они иногда могут превышать небесным сокровищем. Наши надежды, на что мы надеемся. Дети надеются, когда они закончат школу, старшие надеются, когда они женятся, и так дальше, и так дальше. А когда преклонный возраст, наши надежды могут быть земным сокровищем. Нашим земным сокровищем могут быть наши дети. Нам Господь дает на время детей, и как мы к ним относимся. Если мы думаем, что Господь дал нам это, и мы относим как хотим, или что Господь дал нам на время наших детей, чтобы подготовить их к служению для Господа. Наши жены, мужья, наши дары, которые нас Господь дает, тоже может быть нашим земным сокровищем, если мы это делаем для своей выгоды. Даже наш дом, где мы живем, может стать нашим земным сокровищем, если в нашей голове он стоит на первом месте. Наша машина,
наше стремление к почести, наше положение к обществе, даже наша карьера и даже наше служение может быть нашим земным сокровищем, если мы подходим неправильно к нашему служению. То есть, я думаю, достаточно сказано, что в нашей жизни везде, во всех сферах мы можем собирать сокровища свои на земле. Это как можно в служении, это как можно в дома, на работе, везде. Но интересно, что Бог дает нам спасение даром. Нам совсем ничего не надо было делать, чтобы получить спасение. Абсолютно. Он все. Но награды, чтобы мы, когда мы придем пред Господом, чтобы мы получили награды, нам надо прилагать много усилий. Я бы хотел посмотреть только несколько стихов из книги, из послания Евреям, 11 главы, когда там те люди Божии, которые записаны из Ветхого Завета, как они собирали сокровища на небе, как они делали. И я разбил вот на 3 части. У них был правильный взгляд на жизнь, где они жили. Их был правильный взгляд на будущее, куда они стремились, где их сокровища, куда они собирали. И тогда их неправильный взгляд или вложение было на их сокровища. Если это дети, то не для земли, а для вечности. Если это машина, дом и так дальше, не для земли, а для вечности. Вот первый стих, который мы зачитаем, Еврея 11:13. «Все сии умерли в вере, не получив обетованный, а только издали видели онное и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Странники и пришельцы. Все они умерли, но они помнили, что они странники и пришельцы. Месяц назад мне дал Господь возможность быть в Казахстане. И когда мы летели туда, мы остановились в Германии и побыли там некоторое время, сели в самолет и полетели дальше. Мы там были в этой Германии странники и пришельцами. Мне не было интересно даже, кто в этой стране президент, здесь есть ли работа или нет. Мне не интересовало, вот практически ничего мне не интересовало в этой стране. Потому что я знаю, что я пришел здесь на совсем несколько часов. Мне бы вовремя, чтобы пришел самолет, покушать и полететь дальше. Что-то немножко похожее, когда жили эти люди, они, когда странствовали по этой земле, они не прилаживали к себе, чтобы узнать или чтобы принять для себя что-то больше. Они странники, они странствуют через этот город, они пришельцы, они пришли сюда, как я в данный момент пришел или прилетел в эту страну, лишь потому, чтобы дальше мне прилететь. И получается, в нашей жизни, если так сравнить немножко, мы каждый день приближаемся, странствуем, будучи пришельцы, каждый день в нашей стране. Куда? Ну, дай Бог, чтобы к вечности, там, где наши сокровища, а сокровища наши на небесах. Второй, они знали, что они странники на этой земле. Второй, они знали, правильный взгляд их был на будущее. Удивляет нас Моисей, насколько его сильная вера была. И здесь говорится в 24 стихе Моисея так, и ниже. «Верой Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетский сокровищ». И дальше говорится его взгляд на будущее, ибо он взирал на воздаяние. Он смотрел в вечность, он смотрел, что за все, что он делает, будет воздаяние. Воздаяние – это будет зарплата, или как там сказать, наверное, зарплата. Делал хорошо – хорошее воздаяние. Делал плохое – плохое воздаяние. Интересная личность Моисей. 40 лет он учился в Египте, познавал самые лучшие образования, но он также знал, что его народ страдает в Египте. Для его шанс, если бы так смотреть, как я сегодня плоскими глазами посмотрел бы, сделать так. Ты больше того, что станешь фараоном.
Вот когда станешь фараоном, скажи израильским народам, ты свободно выведешь их в египетскую обетованную землю. Ты фараон, ты даст им войско, все, что необходимо, чтобы им уйти. Кажется, это было проще всего. Если бы сегодня даже мы смотрим, когда встает хороший президент, вот это хорошо. Если бы стал бы Моисей фараоном, что бы было? Мы понимаем, что в истории трудно сказать, что бы было, но на несколько секунд, я думаю, что бы случилось, когда Моисей стал бы фараоном, конечно, израильтяне хорошо жили в Египте. И, конечно, даже если бы Моисей сказал бы, пойдем в обетованную землю, они не захотели. Зачем им туда идти? Но если даже они согласились, то Бог не сделал бы столько много чудес, когда Он сделал, когда они были именно в нищете, именно в рабстве. Не открылись бы, наверное, море наполовину. И много чудес, которых было в Египте, и в Египте, и в пустыне не случилось. Ибо он взирал на воздаяние. Моисей, когда Господь с ним заговорил, он понял, что и он раньше принял решение, что он смотрит на воздаяние, смотрит, что Господь делает, и независимо, как сейчас ему трудно и тяжело, он будет идти. Наверное, эти 40 лет, когда он был в пустыне, он получил большой урок. Мы, наверное, в вечности больше узнаем, сколько он получил. Но его взгляд был правильный на будущее. Он видел воздаяние, которое Господь ему даст, и он принял поношение, вот эти поношения Христовы. Лучше страдать буду, лучше буду приносить, но я потом получу воздаяние. В нашей жизни иногда мы говорим, даже в воскресенье вечером была такая мысль, что некоторые люди как-то бы, спастись, возле порога дома и так дальше. Много есть таких подобных слов. Но Слово Божье нас учит стремиться и смотреть на воздаяние. Я не хочу с пустыми руками предстать пред Господом, пред вечностью, но я хочу, чтобы у меня было много сокровищ. Третий, тогда правильное вложение своих сокровищ, если я правильный взгляд на жизнь, правильный взгляд на будущее. В 10 стиху написано так. «Ибо они ожидали города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог». Вот вы ожидаете, когда построится дом молитвы. Можно представить, насколько там будет удобнее. Там будет намного лучше звук, там будет намного лучше видно проповедника, там будет намного лучше видно хористов, там больше людей помещаться будет, там удобнее будет сидеть. И в данном моменте вы жертвуете все, чтобы дом молитвы построился. Но представьте себе, как люди ожидают вечность, когда они знают, что сам строитель не наши братья, не наши хорошие, сильные, разумные братья, но строитель сам Бог. И люди, которые записаны в Евреям 11 главы, они ожидали, их правильный взгляд был на будущее. Они ожидали, именно они хотели, мечтали пройтись в том доме, в том городе, где строитель является сам Бог. В Америке хорошие дороги, сравнимо с другими. Вот, например, когда я был в Казахстане, я даже сфотографировал посредине дороги, такая была большая яма. Хорошие дороги, но они несравнимы с вечностью, несравнимо то, что Господь нас ожидает. Поэтому пусть это для меня в первую очередь и для каждого будет напоминание, что все, что здесь мы на земле делаем, мы приобретаем эти сокровища, но для земных ценностей или для вечности ценностей, независимо, что у нас есть, финансы, все, что мы перечислили в начале, семья, наши дары, наши дома, наши машины, наши почести, наши служения, мы можем их использовать здесь на земле, если в нас не будет правильный взгляд на вечность, на будущее. Или мы можем их влаживать в вечность, если мы будем помнить, что мы странники на этой земле, если мы будем смотреть на воздаяние, если мы будем помнить, что строитель города, который нас ожидает, есть сам Бог. Аминь.